Доброго времени суток. В эфире проект «Мастер своего дела». И у нас в гостях художественный руководитель и дирижер Оркестра национальных инструментов Северо-Остинской государственной филармонии Олег Ходов. Олег, здравствуй. Здравствуй. Олег, я бы хотел начать нашу сегодняшнюю беседу с того, как все начиналось. Как произошло знакомство твое с музыкой? Ну, как у всех, это все происходит в детстве. Да, в возрасте где-то 5-6 лет. То есть дошкольный возраст? Дошкольного возраста, да. Попал под впечатлениями, то есть по телевизору показывали концерты, да, фортепианной музыки. Я все время как-то я был балован, или как это сказать, такой активный, да, подвижный ребенок. Но как только начинались какие-то концерты, резко все замирало, То застывало. есть тебя, дошкольного ребенка, можно сказать, 5-6-летнего, интересовала и завораживала классическая музыка? Классическая музыка, да. А что там? Ты не знаешь, откуда это пришло, да? Ну, было, наверное, было. Плюс еще мать так говорит, что когда там играли, да, фортепиано, стул брал, переворачивал, там, начертил как бы клавиши, и вот он импровизировал, давай, тоже с ним вместе поливал. Вплоть до того, что она тогда поняла, что, наверное, что-то есть у него, и в 6-летнем возрасте меня повели в музыкальную школу. Это которая музыкальная школа? Это вторая музыкальная школа Рахманинова, имени Рахманинова была. Вот. Но, как опять обычно сказали, с него ничего не получится, у него нет ничего. И нас попросили туда. То есть тебя прослушали? Ну да, скорее всего, так. Да. Вот. И тогда потом пошел на танцы, на остинские танцы. Как бы все равно и искусство, оно как бы преобладало в этих моментах. Где ты танцевал? Куда ты пошел? Первому педагогу по танцам это была Галина Касаева. Она была тогда В Алане. Да, в госансамбле солистка. Госансамбле. Она там преподавала в электроне. Годы шли, взрослели, как бы там танцы танцами, но все-таки хотелось бы ему музыкально как-то развиваться. И где-то с 12 лет я познакомился с инструментом как балалайка. Так, вот давай отсюда интересно и подробнее. Как случилось так, что именно балалайка? Ну это так, как бы банально. Ну, не какой-либо другой инструмент, там, ни доул, ни Ну, тогда, гармошка. в наше время, как бы, все тусовки проходили во дворе, да, либо там под костер, все такое, это сейчас и было где тусить. А тогда обычно во дворе, плюс еще в то время очень часто вырубали свет. И мы вечером соберемся, костер, все, и все приносили, кто гитару, кто что, то есть... То есть это было просто доступно, да, на тот момент? И я смотрю, все это, кто поет, то что, я говорю, неужели я такой бездарь? Что это такое? И у соседа как раз-таки на стене висела балалайка. И что-то. А тогда соседи, мы как, ходили к себе как домой, то туда-сюда, то есть двери никогда не закрывались. И я через другой раз поход к соседям, я увидел, и говорю, что это такое, как это, что это такое? Как это работает? Да, и вот показали, объяснили, 6 струн я не овладею, но вот эти 3 струны, надо что-то как-то с ними делать. И маломальски научился, и я тогда гордо бил во двор, я говорю, все, я тоже умею играть. И вот так оно постепенно завоевало мое сердце, это балалайка. Что потом в дальнейшем, учась в горно-металлургическом техникуме, я параллельно еще ходил в Зарю. Там преподавала балалайку Зема Агнаева. Она и сейчас преподает, там ансамбль УАДЗИНС, национальных инструментов. Я туда ходил и на танцы, и, как раз вот этот, в кружок музыкальный. И вот постепенно развивалось, что потом в дальнейшем хотел это заняться серьезно. И в 2000 году я поступаю в колледж культуры. Кто твой педагог в колледже? Ну, тогда там... Или их несколько там было? Нет, там очень много было педагогов. Ну, например, непосредственно по специальности была Светлана Ивановна Бабарицкая.
там оркестровый, дисциплин другой. То есть, ну, там Это на дирижерский факультет, Нет, правильно? это народное отделение. А, Дирижерского факультета, кого там нет, это потом И уже в какие- дальнейшем выбирает человек, кем быть, что быть. И какие инструменты в процессе учебы человек осваивает? Ну, помимо своего основного, еще есть доп. Инструменты. Ну, сам выбираешь. Хочешь домбру, хочешь балалайку, хочешь баян, аккордеон, фортепиано. И всё, ты что выбрал? угодно. Но они мне все были интересны. Вот. У меня, например, доп. Инструмент был домбра. И вот так постепенно как-то я жил в этом деле. Как возникла идея создания коллектива? Ну, она давно у меня еще тогда зрела, будучи, когда я еще был студентом. Дело в том, что в свое время, это я не помню, в 2005 году делался фестиваль «Мир Кавказа». Здесь, в Осетии? Да, в Северной Осетии. Это, он же вот отсюда начался. И вот по всем потом по СКФО, они по всем республикам он прошелся. И вот к нам в гости тогда приехали национальный оркестр Калмыкии. И я тогда увидел, когда они, ну, национальный оркестр, все их национальные инструменты, что я потом задался себе вопросом, если у нас тоже есть национальные инструменты, почему они не должны в совокупности, они, если насчитываются около 13 инструментов, это уже ансамбль, если взять их поштучно. Теперь как бы это все в массе, как бы в оркестре. И вот оно все время меня не оставляло меня в покое, эта мысль, что в дальнейшем постепенно я знакомлюсь с мастером, это в 2008 году, с Усланом Мауравовым. Это он тогда работал в Краеведческом музее реставратором и занимался этими инструментами. То есть он изготавливал их, да, на Да, тот момент? да. Вообще было массовое производство когда-нибудь? Нет. Ни тогда, ни сейчас? Ну, тогда, я думаю, скорее всего, легче было балалайки домбры, да, закупить, нежели это. Потому что на тот момент как бы мастера были, но они как бы не так были Не было популярны. востребовано и Да. популярно это Да. дело. Давай попробуем все-таки поиграть, чтобы мы услышали, как звучит твой инструмент. Ну, давайте. Это Далафандер. Это Далафандер, да. Я его заказывал в Краснодаре у мастеров. То есть это уже конечный итог того, с чего мы вообще начинали, То есть, этих инструментов. получается, если я правильно понимаю, Это уже вы профессионально. пробовали делать и методом проб и Где ошибок. методом пробы, ошибок, где-то там. Дело в том, что мы уже хотели наш инструмент поставить на уровень, профессиональный уровень концертного инструмента. Ну, Москва-то не сразу строилась. И вот, в конце концов, мы уже как бы пришли вот к этому варианту, тем более оркестрового звучания. Мы сейчас полностью комплект заказывать будем у него. Он нам с весны начнет уже это все делать. Это мастер в Этот Краснодаре, мастер, да? Не, у нас тоже наши мастера есть, но я не говорю, что они плохие. Но, например, чтобы как бы требования концертного инструмента еще как бы пока у них Пока нет этого. требования страдают. Но при том, при всем, как бы на любительский уровень очень даже хорошо делают. А строились они по каким-то старым эскизам или... Ну, то есть были какие-то- нам чем повезло, у нас мы еще же пользовались этими материалами музея краеведческого. Там очень много... А там были инструменты вот старые? артефакты, да, вот там очень много их материалов, где по фотографиям, где по самим инструментам. Как-то могли развивать, собирали по крупицам, притом, я же говорю, на тот момент, что Далафандер, да, каково такой формы, то есть, ну вот, именно конкретно, потому что каждый мастер делал под себя, выдолбить себе там раз, там 3-4 лада, и там даже строй, например. У каждого был свой. Кто играл, тот сам себе изготавливал инструмент так, как он мог. И все, и для себя вот он и настроил под свой голос. Это мы уже потом в дальнейшем, да, эти инструменты делаем уже как бы, то есть стандарт для чего? Потому что мы уже делаем оркестровую. Чтобы там уже как бы общий строй был, что-то как-то легче было общаться.
Как называется коллектив? Да? Оркестр национальных инструментов «Эристон». Он формировался на базе Краеведческого музея, как экспериментальный. Почему? Я же сказал, что там работал Суслан Уралов. Нас, кстати, познакомил Хаджи Смел Вардиев, тогда в РНМЦ. Он обратился и позвали меня. Вот так и так, ты занимаешься этим, вот тебе мастер. И вот, познакомившись, мы там уже как бы начали творить над этими инструментами. И сначала, это был какой год? 2007 год. Мы там уже создали квартет. Даже не квартет, а квинтет был. То есть там у нас было 3 Далафандера, гармошка, даже бас сделали. Вот. И потом в процессе я говорю, давай, Суслан, надо расширять этот состав и сделаем по мотивам Русского народного оркестра. То есть там есть примы, альты, бас, контрабас, вот эти все семейства. Ну, как бы он согласился, и мы сделали уже в 2009 году. И я уже, собираю студентов, выпускников бывших колледжа культуры, да, потом студентов, которые там на 4-м курсе или что, чтобы... Я говорю, рано или поздно, я говорю, это выстрелит. Я говорю, пока давайте на энтузиазме, а там что-нибудь придумаем. И мы делаем программу с оркестром, плюс делаем таким маневром. То есть внизу у нас экспозиция всех наших национальных инструментов, то есть с чего начали, да, и к чему, и итог, это уже был на 2-м этаже, мы сделали такую часовую программу, концерт нашего оркестра, что потом в дальнейшем уже, как говорится, играет роль становления, принятия на работу, там, государственного или куда-то такого. Ну, нам дали сразу место в филармонии. А так, естественно, конечно, собирали, уговаривали, упрашивали. За то, что за неимением специалистов, естественно, некоторые музыканты переучивались на этот инструмент. И так потихоньку. То есть в колледже они осваивали что-то другое? Там в основном, да. Здесь например, переключались. были Уже музыкальное гармонисты. образование есть, поэтому легче, да, это легче все это делать. все делать было. И вот так сформировался этот коллектив. На сегодняшний день сколько человек в коллективе? Ну, на сегодняшний день нас, так, со мной 33. 33 человека. Да. И инструменты какие? Ну, они все основаны, то есть основу взята Далафандер, и просто сделали, расширили, сделали семейство. Примы, малые, альты, контрабасы. Вот. То есть все струнно? Да, все струнно, да. Вот насчет щипковых у нас как бы чуть-чуть туговато в плане того, что, то есть инструменты есть, но чисел, да. Естественно, это надо школа. Если как бы на Далафандере еще маломальский, то здесь уже надо по-другому, другое отношение к этому инструменту. Ну, ты параллельно же занимаешься еще и образованием. Ну, это недостаточно, ты понимаешь, это недостаточно, чтобы вот владеть им, то есть, да, хорошо в плане, как вот на скрипке играют, да, как-то какие-то можно наигрыши, но чтобы оно было качественно допущено к оркестровому звучанию, естественно, оно не хватает. Нужно образование, Там да? нужна и техническая, как бы, подготовленная, смычковедение, это все такое, это все понимают. Так на любительский уровень у нас, слава богу, есть. Почему? Как бы, то есть, как мы вчера говорили, то есть эта ниточка связующая, которая тонкая, она как бы еще держится. То есть мы имеем видеть в быту этот инструмент у нас возрожденный. Да, буквально, если вот так посмотреть, это 20 лет, да, и 30 лет назад, то есть мы, зная наш инструментарий, мы только в основном играли на балалайках. Не так ли? Да, потому что они были доступны, да. Иралапута Донай Макусаунс. Шаважо чужита шафашта кукашунс. Нияраг мадалта шасаши кукалунс.
Шамбалу забахай ювольдар кужахас. Арджинара гайма дюкашку канынс. Татар тупылма шахику фазахшынс. Шамбалу забахай ювольдар хазарба. Фандырта важарек вафаштеку канынс. Вондакта он хижимма савзышты. Нырводоныш махма анқалма карсышты. Шамбалу забахай ювольдар хазарба. Махра савзышты мухунтима варажба. Донай дархашты хабарта кукушынс. Ирыла пута лакзина давдишынс. Шаважо чыжыты фарсине куршимынс. Миярык мадалта фарсине кукувынс. Чыжыты хождарта анқалма кукашынс. Водон версетім асатата куканынс. Шамвалу забахай ювольдар хазарба. Кавкама жарга я вот юма сарзыштам. Кавкама жарга я вот юма сарзыштам. Олег, давай поговорим, знаешь, о чем? О перспективах твоего коллектива. Каким ты видишь ваше ближайшее будущее? Каким ты видишь там более какую-то отдаленную перспективу? Куда идете? Вперед. Это понятно, да. Но зачем? Цель какова? Сохранение и как бы приумножение нашего музыкального богатства, нашего музыкального палитры, фольклора. Вот. Цель. Дело в том, что я могу тебе сказать, что это даже, если вот, взять исторический момент, да, то это впервые в Северной Осетии этот оркестр профессиональный, он сделан. То есть, если взять, когда формируется республика, по нынешний день не было такого. Был оркестр, он был при госансамбле, да, но это аккомпанирующий. То есть танцором, тогда был ансамбль песни и пляски. И это оркестр. Да. А как автономный, то есть оркестр национальных инструментов, это впервые этот коллектив в жизни северных осетин. Если в Южном оно у нас еще сохраняется, тоже опять-таки на базе это делает Борис Галаев, да, ансамбль «Щимт». И там на этом «Щимте» базе сделать большой оркестр национальных инструментов. То есть здесь оно только формируется вот в эти буквально, сколько нам, 13-14 лет. Перспективы какие? Перспективы всегда, как говорится, и у начинающих, да, и как бы продолжателей всегда бывают на мажорном, да, аккорде что-то новое, что-то как-то интересное. Притом, знаешь, чтобы доходчивое, да, было, то есть одно поколение, да, понимало другое поколение, надо им говорить на этих же языках, правильно? То есть сохранив, например, да, возьмем, да, вот песню, да, то есть, если возьмем трудовые, да, песни, да, они там, жанры-то разные, например, если что пелось тогда, оно им помогало в чем? В работе. А сейчас она идет как бы, то есть у нас уже обретает такое
увеселительного или как веселительного характера, да, то есть застолье, и посидели, да, если возьмем даже, например, трудовую песню, как это, да, «Живот». Ну да, то Там есть давали, она например, помогала да, там косарям. где своя ритмика, да, чтобы как бы косари, да, в одном ритме, да, и там соблюдая дистанцию, вот они дают это. А в нынешнее время, что мы косим, у нас какая-то, вы просто как бы застой, давайте споем. И она уже дает уже такого увеселительного характера. Ну, или характера как понятие. Вот. И чтобы одно другому не мешало, да, нам надо это как-то вкусно подавать. И будущему поколению. При этом как бы оно, чтобы было понятно. Потому что чистый фольклор тоже не каждый может выслушать. То есть, если я тебя правильно все-таки понимаю, ты это сделал для того, чтобы вот эта тоненькая ниточка, связующая нас В прошлом. с да. прошлым, да, с генетикой нашей вот, фольклорной, она могла оборваться в 90-е. Не совсем как бы. Ну, нет, я понимаю, может да, быть, я утрировать, утрирую оно, сейчас, да, ну, Оно как бы, но тогда было, то есть, можем сказать, меньше было, обращали внимание на это. ну вот смотри, по сей день, если бы было, допустим, 3-4 коллектива, то я бы мог сказать, что в нескольких направлениях это развивалось, и этому бы не дали там сгинуть и так далее. Но есть сегодня только один коллектив. И если бы не было тогда того энтузиазма, да, то есть того желания. Может быть и всем так. заниматься Но дело в том, серьезно. что мы тоже не новаторы в этом деле. Попыток очень много было. Мы в этом деле не первопроходцы. То есть и Татаркан какой-то тут пытался, и Резван Царионти. И сейчас даже есть на базе лицея есть ансамбль наших инструментов, лафандеристов. Да, там, кстати, ведет тоже Агнаева Зема. Но они, ты понимаешь, в чем я тебе говорю, остаются на базе факультативов. Как ознакомительность, все такое. А именно, чтобы вот конкретно, да, ударить, например, гармошку, да. И школы есть уже, даже и сборники есть, и все такое. То на этот инструмент пока еще так не смотрят. И вот наша задача это как бы уже повернуть полностью. Олег, а где брать партитуры, где ноты брать? Ну, ноты у нас есть, то есть у нас в архивах, у нас есть радиозаписи, где ты снимаешь с фонографии, да, со звука, где ты снимаешь с Галаева сборника, и, конечно, там надо будет либо обрабатывать, либо смотреть, для чего смотря что ты делаешь. Ну, то есть материал есть? Есть, конечно. Все есть, просто работать некому. Олег, давай поговорим о технике игры на инструменте. Есть же несколько способов. Ну, если берем Далафандер, мы в основном, да, берем прием, ну, помимо нашего национального, да, боя, приема игры, мы берем еще гитарные приемы. Это там тремоло, пицциката, всякие сдергивания. То есть за основу, например, этой школы, зачем нам изобретать велосипед, мы взяли балашную школу. И просто туда еще добавили наш национальный колорит. И вот по вот этому моменту, например, я когда учу своих учеников, вот так, понимаешь, у каждого своя школа, у каждого техника. А так приемы игры бывают, конечно, разные. Что, например? Ну, чтобы дилетант понял, вот вроде меня, вот как. Ну, вот в чем разница? есть как бы классическая, да, бряцка, когда мы играем одним пальцем, да. Да. И теперь то же самое можно сыграть да, по-другому. национальным перебором двумя пальцами. Да. Угу. Вот. Если брать гитарный, да, то мы перебором, да. Да. То есть даем вот эту колоритность за счет того, так мелодика не меняется, но за счет этих приемов даем какие-то другие ощущения слуховые. И все. Олег, вот когда ты принимаешь к себе в коллектив человека,
Что для тебя важно? Какими качествами должен человек обладать? Или ты вообще смотришь на это? Изначально он должен быть человеком. Ну, допустим, в облике человека пришло вот что-то и говорит: я хочу быть одним из вас. Он проходит какие-то, я не знаю, там, проверки и так далее. То есть важно, каков человек сам, или достаточно просто, что он хороший профессионал и все? Ну, понимаешь, в каждом коллективе, в каждом, да, коллективе, заведении, естественно, самое первое — это что? Человек должен оставаться человеком, быть человечным. А научить, как говорится, и медведя можем научить. Естественно, человеческое качество. Честность к самому себе, понимаешь, к этому делу, которого кто сам выбрал. Тебе же никто его насильно не заставлял тебе стать музыкантом, сварщиком, там, да, любую профессию. А любое дело всегда, чтобы оно имело качество быть к себе внимание. Чем больше, естественно, ты даешь внимание тому или иному делу, тем оно у тебя уже становится более качественный продукт. Называется уже опыт постепенно. Ну вот у вас в коллективе разновозрастные, да, люди? Сейчас уже может быть, да, но так в основном мы все как бы одного возраста, причем самый старший там я. Ага. От меня и ниже, да, и когда говорят. Вот, а так от 19 лет до 40, вот такой спектр. Тебе как руководителю нравится микроклимат внутри коллектива? Ну, микроклимат, естественно, мы сами его создаем, чтобы нам было комфортно. Да. Работать нельзя, да, ненавидя друг друга, творить какие-то дела, даже на кухне. Если бы у тебя была возможность себе 15-летнему дать какой-то совет? Самому себе? Самому себе, да. Вперед! Какой совет? Я не знаю, ты понимаешь, это что есть, то есть. Вспомни себя 15-летнего, и вот ты, сегодняшний зрелый человек, уже спустя годы видишь этого парня и просто говоришь ему: вот я бы хотел тебе дать вот какой совет. Ну, опять-таки, я, может, даже и повторюсь, быть верен своему, тому, к чему ты предназначен. Да? Если ты выбрал это дело сам, да, ты должен это делать для самого себя. Не доказывая никому, ничего не показывая. То есть, вот, например, если ты повар, ты должен делать это как для себя. Не как для себя, это сейчас себе. Ты должен доказать. Любая мечта, когда остается мечтой, когда ты просто на полпути сворачиваешь, либо, это не мое. Это как ребенок, да? Он же никогда не подумает, да, побежал, упал, все, это не мое, я не буду ходить. Встает и дальше идет, учится. А так советы, понимаешь, советов очень много, но каждый советует то, что якобы когда-то хотел бы сам сделать. Все же смотрят со своей колокольни. И все. Так что какого-то конкретного совета. Любить свое дело, и все. Оно тебе само покажет, выведет тебя на тот уровень, насколько ты это любишь. И все. И вот весь секрет. Олег, вот в ближайшее будущее какие планы у коллектива? Весной хотим дать концерт. Вот два сезона мы не давали, да, и сами соскучились, конечно, по сцене. И вот весной хотим дать такой небольшой концерт в Русском театре. Уже обозначены даты? Ну, пока так, как обозначили их, а там уже конкретно условно. Уже, да, будем обговаривать это все, делать. С новой программой, обновленной уже. То есть, если мы тогда акценты делали мы на фольклорную тематику, сейчас взяли даже и классические какие-то даже произведения. Ну, всеми узнаваемыми классическими произведениями тоже. Будет Здорово. интересно. Спасибо, Олег. Может быть, напоследок ты нам все-таки сыграешь? Без проблем. Венич.
Это был проект «Мастер своего дела». До скорых встреч.